Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сагыл АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына серетесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Бұл программаны біз Сейф АТР Қырымның сесі яйында олмалы марафон черчевесінде өткереміз. Добрый вечер, приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР «Голос Крыма мая» будто в эфире, в рамках которого мы обсуждаем основные новости и события сегодняшнего дня. Я предлагаю для начала нашего эфира подключить журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума. Он готов рассказать об основных новостях сегодняшнего дня, готов рассказать то, что готовят вечерние выпуски новостей. Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум, приветствую всех наших зрителей. Наши журналисты готовят выпуск, который выйдет в эфир уже буквально через 2 часа. Ровно в 19:00 будет украинский выпуск. И вот коротко о тех новостях, которые вы сможете увидеть в полном объеме в нашем выпуске, я расскажу сейчас. В Крыму опять обыски. Оккупанты в 5 утра ворвались в дом крымского татарина Абдулселяма Селяметова, прошу прощения, в селе Заречное Симферопольского района. От ареста Селяметова спасло лишь только то, что он уже много лет не живет на полуострове. И, как сообщил адвокат Рустем Камилев, дома был старший сын Селяметова Адиль. Он сообщил, что силовики права ему не разъясняли, постановление на обыск не показывали. Один из них объяснил, что обыск проводился в рамках уголовного дела, связанного с терроризмом. Силовиков интересовали IP-адрес Селяметова, содержимое его переписок. Известно, что оккупанты забрали религиозную литературу, телефон, системный блок и даже видеомагнитофон. Не имеет к Рифату Чубарову никаких претензий. Пострадавший в так называемом деле о массовых беспорядках во время митинга о защиту целостности Украины 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады Крыма заявил, что не считает председателя Меджлиса виновным в давке, которая произошла на митинге. Об этом заявил адвокат Чубарова Александр Осокин по окончании заседания в так называемом Верховном суде Крыма. Там сегодня заслушали показания 2 свидетелей защиты. Они заявили, что давка в этот день произошла не по вине крымских татар. Я напомню, что оккупанты выдвинули обвинение председателю Меджлиса по 2 статьям. Его обвиняют в организации массовых беспорядках и публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Так называемый суд начался в июле прошлого года. В оккупационном суде Армянска прошло очередное так называемое заседание по сфабрикованному делу против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Его оккупанты обвиняют в якобы незаконной попытке попасть в Крым из Херсонской области. Сегодня смотрели видео, снятое 3 мая 2014 года на пропускном пункте Армянск. На нем, по информации адвоката Николая Полозова, видно, что Мустафа Джемилев находился возле палатки, в которой, вероятно, оккупанты должны были проверять документы у приезжающих в Крым, но никаких обозначений того, что это в этом месте якобы расположена российская граница, там не было. И это, по мнению Полозова, очередное доказательство невиновности Мустафы Джемилева. Комментарий Николая Полозова в нашем выпуске новостей. Расскажем и о звонке президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена российскому президенту Владимиру Путину, об учениях наших артиллеристов и танкистов возле Крыма, о ситуации с коронавирусом в Крыму, ну и немного о новостях из параллельного мира. Российский патриарх Кирилл заявил, что причащаясь и целуя святые мощи, нельзя заболеть коронавирусом. Мол, ковид бежит из церкви, как черт от ладана. Все бы ничего, и это в рамках учения, но сам Кирилл на всякий случай привился прививкой от коронавируса. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай, хоть ты и патриарх. Вот такие вот новости, о которых мы будем говорить сегодня в наших выпусках. В 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Чохсагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Я продублирую еще раз в 19:00 на украинском языке и в 20:00 на крымско-татарском языке. Ну а мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу, можете звонить по скайпу atr.tv. Это наш адрес, нам важен ваш голос. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.tv.
Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте, так как финансовые сложности телеканала АТР все еще не решены, и все еще финансирование телеканала АТР Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий не разблокировано. Мы вещаем на YouTube-канале, в том числе телеканал АТР большими буквами. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров и выкладываем все наши программы в записи. Дабыр кере хырымтатар тілінде сіздерге мұражат етіп, бұл айтып кечіргенлеріні қайд етмеге істейм, сайқылы достар. АТР телеканалының сайтына абоне олдыңыз, atr.tv біздің адресіміз. Бүгін сіздің абонеңіз біздерге АТР-де çalışmaға фаалиетімізді көрсетмеге ве көрешімізді бераберлікте девам етмеге имкан бережектір. Чүнки малюм олғаны кебі АТР телеканалының мали проблемлері не язық кеда чезілмей қала işgal etilgen topraklar reintegrasiya nazirligi АТР телеканалының малиетini kısıtlagan ve kamachauga bloke ettikeninden sonra endi bir çok aylar geçti ve biz bu aylar devamında özümüzдің kuvvetimizden, işimizden çalışmaga devam etemiz. Fakat ne yazık ki daha çözülmey kala bizim problemler. O sebepten eğer bugün АТР телеканалында biz yayınlarını böyle kısıtlı şekilde geçirsek, bu sadece sizin yardımınız ve desteğiniz sebebindendir. O sebepten АТР teлеканалının hepsi seyircilerine bizim yanımızda olan Kırım Tatar halkına ve tek Kırım Tatarlarga değil teşekkürlerini bildirmege isteyim. Çok sağ olunuz. Eğer sizler olmasaydınız, sizlerin bizge bergen sadece mali değil, maddi desteği olmasaydı, bizler elbette ki çalışıp olamaz edik ve men umut etem ki yakın müddette АТР teлеканалы erdayım olğanı gibi böyle endi kütlevi şekilde yayınlarga çıkıp başlar. Zaman informasyon programmaları daha böyle büyük keniş şekilde sizlerine selamlar, keniş haberlerini verir. Bizim siz tarafından sevilgen alıp barıcılarımız tarafından ve bizim live efirlerimizde daha kapsamlı, daha güzel şekilde geçirilir ki problemler çözülgenden sonra men umut etem biz bizim böyle adet üzere erdayım olğan yayınlarımızga qaytırmız. O sebepten sayılı dostlar, sizin sesiniz bizler için çok mühim. Studiyamızga telefon açınız ve bizle canlı bağda olunuz. Biz ise bu 3 saat devamında çeşitli türlü haberlerini müzakere etmeye planlaştırdık. Onlar sırasında işgal etilgen Kırım'da ötkerilgen işgalcilerinin tarafından ötkerilgen kanunsuz mahkemeler malum olğanı gibi bu günlere Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilev'nin mahkeme davası işgal etilgen Kırım'da devam ete. Kırım Tatar halkının reisi Rifat Ağa Çubarov'ның sözde mahkeme davaları işgal etilgen Kırım'da devam ete ve alıngan haberlerge göre işte işgal etilgen Kırım'da aksızlıklar devam etkeni ile beraber vatandaşlık jurnalistleri ve freelancerlerge de böyle baskı yapmağa devam etilgen ve olar sırasında işte Vladislav Yesipenko degen bir şahıs var. Malum olğanı gibi işgalciler onu yakın müddet evvelsi tuttular ve bütün halkara topluluk şimdi onun tezden azat etilmesini çağırmakta ve azat etilmesinin beraberlikte OBSE'de özünün narazılığını bu Yesipenko'nun tutuklanılığı ile bildirdi. Bunun beraberlikte elbette ki müzakere edilecek haberler sırasında şunu kaydetmege isteyim. Bu elbette ki Ukrayna sınırlarında olan kerginlik vaziyeti malum olğanı ki birkaç haftadır, endi 3-4 haftadır Ukrayna sınırlarında Rusya özünün askerlerini sevkiyat yapmağa devam etti ve bu kerginlik şimdi böyle çok faal şekilde müzakere ediliyor her taraftan ve Ukrayna'ga özünün destekini Batı ülkeler, Amerika, Avrupa Birliği bildirdi. Bunun beraberlikte Ukrayna'nın NATO'ga kiriş meselesi daha faal şekilde müzakere edilmeye başlağanının Rusya tarafından Ukrayna'ga tehditler de şimdi savrulmağa başladı. Aytkanlarına göre Ukrayna'nın NATO'ga kirmesi vaziyetini daha da kerginleştirecek dep aytalar ve bu sebepten elbette ki biz bu meselelerini müzakere edecekmiz. Şu sırada Amerika prezidenti Joseph Biden Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'ge
телефон açtı ve оларне хында лафет еттілер, нені музакире еттілер ve nasıl şekilde endiden son adiseler olacak bu meselelerini de laf edecekmiz. Çünkü birçok analitiklerinin, siyasetşinaslarının fikirleri bu mesele boyunca ayrıldı. İşte aytkanlarına göre bazıları sanki derseniz Joseph Biden Putin'in Ukrayna sınırlarında asker sevkiyatı yapkanı sebebinden şimdi böyle barışık için ona telefon açıp barışıkның yeniden sağlanması için tekliflerde bulungan ve Rusya'da ne yazık ki bunu böyle zayıf hareket deyip karşıladılar ve hatta sevinmege başlagan ekenler bazı siyasetşinaslarının ve nezaretçilerinin aytkanına göre ise Biden'ın Putin'ge açkan bu telefon vaziyeti bu sadece böyle taktik bir harekettir, vakit ve zaman kazanmak için. Men ise Rus tiline geçmege isteyim. Zira biz şimdi mahkemelerle bağlı Kırım'dan bir vatandaşımızla bağlanacak idik. Fakat benim anlağanıma göre tekniki bazı bir problemler çıkkanı sebebinden onun bağlanıp olamadık. O sebepten men endi Rus tiline geçeyim ve Rus tilinde haberlerini muzakere edecekmiz beraberlikte saygılı dostlar. Suv meselesi de elbette ki şimdi gündemde. Я перехожу к обсуждению вышеупомянутых новостей мной на крымско-татарском языке и уже нашим журналистом Романом Спиридоновым. И среди актуальных новостей все еще остается критическая ситуация с водой на территории временно оккупированного полуострова. К нашему эфиру сейчас присоединяется Евген Хлобистов, профессор кафедры экологии Києво-Могилянської академії, радник голови Кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Євгене, вітаю вас, селям алейкум. Алейкум ассалям. Доброго дня. Рады вас чути. Взаимно. Пане Евгене, сегодня получили такое сообщение от оккупантов, что власти Крыма обещают, что в ближайшие дни переведут крымскую столицу на водоснабжение из скважин, а воду из водохранилищ будут использовать только в исключительных случаях. При этом чиновники борются до сих пор с утечками в сетях и воровством новых водохранилищ. Они, как говорят, строить не планируют. Вот что это означает? Что значит переход с водохранилищ на получение воды только из скважин? Каким образом они будут это реализовывать? И насколько хватит этих скважин в Криму? Ну, це питання ми вже обговорювали в наших ефірах. Я вважаю, що це достатньо фантазійна така ідея. Вона не має реального продовження, тому що, по-перше, велика кількість скважин, які на сьогодні існують в Криму, в околицях Сімферополя, в центральному Криму, вони не мають відповідної водності. Тобто кількість води, яка є там, сьогодні не може забезпечувати мешканців Криму, громадян відповідною кількістю води. По-друге, це вартість буріння, яка на сьогодні є достатньо висока. Навіть з російських джерел ми знаємо, що є проекти про бурінню свердловин на достатньо глибоких позиціях, тобто біля 1000 метрів. І там нібито є відповідні лінзи, відповідні горизонти прісної води. До речі, навіть така вода, яка переходить в піддон Азовського моря. З того приводу там теж є велика дискусія, чи можна нам видобувати воду з поддонних пластів Азовського моря. Теоретично навіть сьогодні вартість однієї такої свердловини оцінюється понад 50 мільйонів рублів, тобто десь більше ніж $500 000 євро. Це достатньо велика ціна за таку воду, плюс до того, що достеменно невідомо, чи буде там відповідна обсяг води, відповідна якість води. Це йдеться сьогодні тільки про попередні дослідження. Сказати, що від попередніх досліджень до промислового видобування води пройде певний час, ну звісно, причому цей буде час в роках вимірятися. Так що я сьогодні вважаю, що реальної перспективи до видобування води з підземних горизонтів достатньої для комунального водозабезпечення мешканців Криму – це трошки наївно. А
чему это может привести вот это активное действие бурения, активное бурение артезианских скважин? Что это будет означать для экологии Крыма? Вот к чему это может привести, чем это грозит? Це загрожує тому, що це будуть викликатися такі, знаєте, штучні землетруси, просадки земної кори, просадки ґрунтів, це руйнування дорожнього покриття, це суви, які будуть відповідно впливати на забудівлю, на будівлі, на житлові помешкання. Тобто це можуть викликати різні неочікувані негативні наслідки. Більше того, на сьогодні, наскільки я знаю, не існує окупантів єдиної програми буріння свердловин, немає розуміння, де ці свердловини мають буритися, в яких умовах, що там поруч знаходиться. Ну, таким чином, така трохи хаотична на сьогодні є активність цього приводу, і вона дійсно не має відповідного результату. З точки зору довкілля і безпеки життєдіяльності, велика кількість свердловин, особливо глибоких, має під собою різні небезпеки. Зокрема, небезпеки пов'язані з такими от просадками ґрунту, з іншими проблемами стосовно сьогоднішніх наявних комунікацій. Ну, направду, це така проблема, яку я вважаю, на сьогодні вона не має вирішення в такий спосіб. Однозначно. Плюс до того, це, повернусь до цієї ідеї, це дуже дороге задоволення. Тобто вартість такої єдиної одної свердловини, яка на сьогодні нібито має під собою відповідні обсяги води підземної, це, повторюся, 1000 метрів приблизно, ну це понад 50 мільйонів російських рублів, це достатньо дорого. Причому це тільки вартість буріння, це не вартість експлуатації, а це зовсім інші речі. Как сообщают сами оккупанты, существенные осадки в этом году никаким образом не повлияли на наполнение водохранилищ в Крыму. А что дальше? Вот если вот так будет это длиться, что будет, как вы думаете, как они будут это решать? Помогут ли, к примеру, опреснительные установки, которые они планируют строить в Крыму? Ну, ці установки для забезпечення опріснення води, такі споруди, вони дійсно існують. Вони є, наскільки я знаю, на західному узбережжі Криму, але їх на сьогодні потужність незначна. Ну, там близько 40 тисяч кубометрів, це приблизно ніяк не вирішує навіть забезпечення потреб міста Євпаторії. А якщо ми кажемо про серйозні такі устаткування, такі заводи по опрісненню води, які на сьогодні існують на Близькому Сході, в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Саудівській Аравії, на це треба витрачити грошей, величезну кількість, приблизно це співставні розміри з частиною військового бюджету Російської Федерації. Тобто це вже йдеться про мільярди і десятки мільярдів доларів для розбудови таких установ, таких заводів по опрісненню. Але там ще є додаткові небезпеки, їм треба кудись зливати таку рапу, яка відбувається після опріснення води. Тобто оці сольові залишки, вони мають кудись діватися. І на сьогодні це теж дуже велика проблема, тому що їм фізично немає куди діти. Ну, таким чином, я вважаю, що на сьогодні ця ситуація є майже тупіковою для вирішення. Вы знаете, сейчас активно в медиапространстве обсуждается стягивание российских войск к границам Украины, милитаризация Донбасса, милитаризация оккупированного полуострова. И вот многие аналитики высказывают такую точку зрения. Они говорят, что из-за критической ситуации с водой на территории Крыма Путин попытается пробить коридор к Северокрымскому каналу. Допускаете ли вы такой вариант развития событий? Ну, теоретично я можу все допустити, навіть те, що вони завтра підуть з Криму і все залишать для України. Але на сьогодні вирогідність дійсно існує військового вирішення, не проблеми водопостачання Криму, а агресії проти України з боку Криму, і з боку наших східних кордонів. Але проблема полягає в тому, що якщо навіть ми уявимо собі, що військова присутність Росії буде десь в районі Каховського водосховища, буде захоплена росіянами Нова Каховка і інші території, то все одно вони не запустять на сьогодні Північно-Кримський канал, тому що його стан сьогодні не допускає його експлуатації. Це потрібно витрачати величезні кошти і величезні обсяги ресурсів, щоб цей канал зафункціонував Дніпровською водою.
Ну і тут знов-таки проблема дуже складна, тому що... А что там? Там, получается, разрушена сама инфраструктура Северо-Крымского канала? Вот с какими проблемами сталкиваются? Там фактично на сьогодні дно цього каналу, воно не дозволяє по ньому транспортувати воду, тому що вона в тріщинах, вона в такому стані, яка вода просто буде виходити в дно цього каналу і виходити назовні. Тому що вони з 7 років стоїть пустий, і це вже критичний стан його на сьогодні. Він не дозволяє його експлуатувати. Фактично на сьогодні для того, щоб його зробити експлуатаційно можливим, треба туди вкласти гроші, які співставні з вартістю взагалі нової такої споруди на цьому місці. І це час. Ну і крім того, в принципі, Дніпро є достатньо зарегульований на всьому своєму руслі на протязі від Київського водосховища, Канівське і таке інше, аж до Каховського. Каховське водосховище – це вже низинна частина Дніпра. І Україна в змозі регулювати водність Дніпра. І таким чином зробити так, що ця операція по захопленню Кримського каналу не буде мати бажаний успіх. Дякую вам дуже, пане Євгене. Чохсаг у нас пана Євгена. Євген Хлобистов був з нами на прямому зв'язку. Професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, радник голови Кримсько-Татарського ресурсного центру. В Крыму наблюдается интенсивное перемещение российской военной техники. Как сообщают очевидцы, во вторник, 13 апреля, колонны военной техники передвигались по трассе Таврида на протяжении всего дня. Так, по информации очевидцев, утром в среду на востоке Крыма по трассе последовала также большая колонна военной техники в сопровождении дорожной военной инспекции. В составе колонны были боевые машины с системами залпового огня, грузовики с личным составом и другая военная техника. В Кремле же назвали условия деэскалации ситуации вокруг украинских границ, куда Россия стягивает свои войска. В России хотят, чтобы Украина отказалась от провокационных действий. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Вот его цитата. Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков вчера, комментируя направление американских военных кораблей в Черное море, заявил, что США лучше держаться подальше от Крыма для их же блага. Американским военным кораблям вблизи наших берегов делать абсолютно нечего. Это чисто провокационные меры, которые они осуществляют. Провокационные в прямом смысле слова. Они проверяют нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится. Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет. Сегодня стало известно, что отряд российских боевых кораблей уже вышел на учения в Черном море. В море экипажи кораблей проведут одиночные совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. С нами сейчас на прямой связи Олександр Солонтай, експерт з політичних питань та місцевого розвитку. Пане Олександре, вітаю вас, селям алейкум. Алейкум салям, добрый день. Пане Александре, как вы оцениваете вероятность широкомасштабной агрессии России против Украины на фоне стягивания российских войск к нашим границам? В ближайшие дни нет, а вообще, как вариант, да. В любой момент это может произойти, как только почувствует Кремль, что мы достаточно слабы для того, чтобы преодолеть быстро сопротивление и захватить еще несколько крупных городов, как это было сделано с Севастополем, Симферополем, Донецком, Луганском, с частью регионов. Как только это будет возможным, Кремль перейдет в атаку. Поэтому я и рассчитываю, что это не произойдет в ближайшие 2-3 дня, но то, что это может быть реальным сценарием, если мы будем слабы или будем ослабевать, надо понимать, что это так и будет.
Ну вот единственное, что говорит о том, что войны может быть и не будет сейчас, это вот демонстративный характер перемещения российских войск у наших границ. Вот такое впечатление, что ну вот вся вот эта железо, которая двигается вокруг наших границ, это все вот такая демонстрация. Это то, о чем говорят сейчас многие аналитики, политологи. Если да, то действительно зачем? Как вы думаете, к чему этот блеф, к чему эта игра мускулами? Ну, возможно, она для того, чтобы добавить перчика в международные переговорные позиции, среди которых Украина как элемент всех международных торгов. Возможно, для того, чтобы протестировать, как мы в Украине будем себя вести. Возможно, для того, чтобы ударить по рейтингу Зеленского, для того, чтобы показать, что при нем нет мира, вот, и разочаровать часть избирателей, которые возлагали на него надежды каких-то там договоренностей прямых с Кремлем. Возможно, для того, чтобы направить часть украинских бюджетных ресурсов на то, чтобы сейчас больше мобилизировать и таким образом истощать Украину, еще больше изматывать нашу страну. Возможно, для того, чтобы создать чувство страха среди населения Украины, еще больше усилить такие настроения: зрада, все пропало, вот, будущего нет, Украина умрет. Вот, ну, всякие глупости, которые постоянно развивают в некоторые зрадофилы. То есть я думаю, что очень много есть таких вариантов, почему они себя так могут вести. А как вот сейчас можно оценить действия украинской стороны? Мы вот видим российскую технику у наших границ, но в то же время вот есть много сообщений, что ну, у нас есть наши украинские бригады, да, но они не выдвигаются вот к тем частям. А сегодня снова обстрелы, снова погибшие на востоке Украины. Да, мы отвечаем, но вот как-то вот так все происходит. А Россия продолжает стрелять по нам и нарушать режим прекращения огня. Но вот как долго это так будет продолжаться? Ну, я считаю, что мы должны были бы реагировать лучше. Верховная Рада должна была бы перейти в круглосуточный режим работы и работать с утра до вечера, реализовывая и принимая без отдыха, без остановок, принимая все необходимые документы, которые залежались, завалялись, для того, чтобы реформировать нашу страну. Я думаю, что весь силовой блок должен был бы переведен в режим, ну, как бы еще больше усиленной вот этой вот обстановки, в котором мы, ну, де юре, что называется, чрезвычайная ситуация, а де-факто, ну, военные должны быть в этом режиме усиленном всегда. Я вижу, например, обучение, которое проводится в разных регионах Украины, их должно быть больше. То есть, ну, мне понятно, что мы как-то, ну, вяло, мало реагируем, как-то в полурасслабленном состоянии. Безопасность наша и гарантия нашей безопасности — это является только наша готовность. Вот. И надо больше работать над этой готовностью. Это то, что мое ощущение, так мне кажется. Ну, недавно вышло интервью президента Украины Зеленского, который во время своего рабочего визита на Донбасс говорил с журналистами, американскими журналистами из CNN, и он сказал, что если Россия готова вторгаться в Украину, то Украина тоже готова к этому вторжению. Действительно, так ли это? Насколько сегодня в случае полномасштабной агрессии России против Украины, Украина действительно готова дать отпор? Как думаете? Ну вот я говорил, один из примеров того, что я точно знаю, что мы как-то слабо работаем, слабо недорабатываем немножко, вот, а может и немножко, является, например, территориальная оборона. То есть это организация внутреннего эшелона обороны гражданскими лицами и сочувствующими нашим военным, как внутренняя часть того, чтобы мы были готовы обороняться и нашу страну защитить. Это то, что называют там в Швейцарии условно автомат под кроватью у каждого мужчины. Вот, ну так, условная такая аллегорическое такое сообщение. Но разве в Украине наведен порядок с владением нашими всеми семьями, всеми взрослым населением оружием? Разве мы
прошли все необходимые обучения на полигонах? Разве все миллионы украинцев умеют предоставлять первую медицинскую помощь раненому? Или разве у нас до конца отстроены и возобновлены все необходимые места укрытия и бункеры хотя бы в части Восточной Украины? Разве созданы достаточное количество в несколько миллионов отрядов по всей Украине, которые знают, куда идти в первые часы начала боевых действий и готовы всей страной вместе стать сотнями тысяч людей на оборону страны? Мне кажется, для этого даже часть законов не до конца принята в последнем варианте или в первом чтении. То есть даже разные стадии этих законопроектов происходят. Поэтому, ну, это по примеру, например, я сужу Верховной Рады. Я копаю там, где я хорошо знаю, разбираюсь, как работает парламент, как должен работать парламент в такой ситуации. То есть я считаю, что мы не дорабатываем и мы не готовы. Ну вот какие первые действия должны были быть осуществлены со стороны Верховной Рады Украины после обострения, сейчас после такого активного обострения ситуации на востоке Украины? Тяжело сказать, какие первые действия, но очевидно все то, что я сказал, касается территориальной обороны и вооружения населения, готовности защищать и обучать население, спасать людей и защищать свои города и страну. Но очевидно, что это должно было быть сделано в повестке дня как неоткладные вещи. Но сказать, что это должно было быть сделано сейчас, когда у нас пошло обострение информационного поля о передвижении войск, мне кажется, это должно было быть сделано много лет тому, уже давно. Вот. Поэтому мне даже тяжело сказать, что должно было бы сделано именно сейчас, потому что хочется, чтобы хотя бы в этой ситуации доделали долги, которые надо было сделать давно. Ну, например, пару месяцев тому начали информационное поле, ревизию, да? Вот ваш канал не трогают, сказали, что нормальный канал, некоторые каналы закрыли. Я так и не увидел окончания работы парламентской, государственной, на национальном уровне обновленного законодательства, чтобы каждый журналист, каждый эксперт, который выступает на телевизоре, каждый зритель мог открыть, грубо говоря, обновленное законодательство и прочитать, при каких условиях какие телеканалы должны быть закрыты, какие открыты, кому помочь, что значит правильная информационная политика в условиях войны и оккупации Крыма, Севастополя, Донецка, Луганска, что такое неправильная информационная политика в условиях того, что хотят оккупировать еще дополнительные регионы. Но мне кажется, парламент должен был бы такие вещи сделать, не дожидаясь переброски войск, а просто после того, как РНБО приняла санкции. Я предлагаю підключити к нашому ефіру зараз Константина Матвієнко, політичного глядача, громадського діяча, письменника. Він зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Константине, вітаю вас, салям алейкум. Доброго вечера. Россия продолжает стягивать войска к границам Украины, милитаризировать Донбасс и оккупированную территорию Крыма. Почему? Что сейчас происходит? Как вам видится? Власне, Москва справді готується до широкомасштабного наступу на Україну, і навіть дзвінок Байдена Зеленському чи запрошення Макрона, екстрене запрошення Макрона до Парижа нашого президента, я думаю, цю загрозу не відтерміновують. Тобто реально для Російської Федерації стоїть питання руба: або Україна, або Росія, тому що сам факт існування демократичної незалежної України ставить під сумнів ефективність і потрібність для Росії того режиму, який зараз там існує, так само як і для Білорусі. Тому для Росії це екзистенційне питання ліквідації української державності як такої. Но все же я пытаюсь понять, в экономике, в социальной сфере, в международных отношениях у России и так масса проблем. Зачем ей усугублять ситуацию еще и войной? Росія протягом всієї своєї історії взагалі не була раціональною. Вона не виходила з економічних чи соціальних інтересів свого населення. Вона виходила з уявлення своїх самодержців, своєї еліти про державну велич. Це ще часів Івана Грозного. Зараз ситуація дуже нагадує ситуацію Кримської війни часів Миколи І, коли, в принципі, не було ніякого сенсу Росії вступати в війну з Туреччиною, яку вона тоді вщент програла. Те стосується і війни з Японією 1905 року за Миколи II. Тобто
не треба шукати в діях росіян якогось раціоналізму. Але в даному разі певний сенс дій Путіна полягає в тому, що для нього важливий зовнішній ворог, важливо продемонструвати, що весь світ проти Росії і Росія являє собою обложену фортецю, чим пояснюється семирічне падіння рівня життя в самій Росії. Тому зараз, от коли Путін демонструє агресивні дії щодо України, йому потрібно показати своїм громадянам, що це нібито Захід виступає таким єдиним фронтом проти їхньої вітчизни. Все-таки вот если рассматривать самый худший вариант развития событий, вот как вы считаете, может ли Украина надеяться на реальную поддержку своих западных партнеров? Потому что в этом вопросе мнение аналитиков и экспертов разделилось. Часть из них говорит о том, что может осуществиться грузинский сценарий, и западные партнеры только лишь ограничатся высказыванием недовольства и обеспокоенности, а другая часть говорит, что нет, на этот раз Путина остановят, и весь западный мир заступится за Украину. Річ у тому, що допомога Україні західного світу, вона може мати дуже різноплановий характер. Це не лише пряма військова підтримка, якої швидше за все не буде. Тобто допомога озброєннями, допомога необхідними комплектуючими матеріалами, боєприпасами, це так, але не даними розвідки, але не особовим складом. З іншого боку, ситуація з 2008 року, коли була агресія Росії проти Грузії, значно помінялася. Західний світ вже набув певного досвіду у взаємодії з Росією, і якщо в 2008 році у Росії ще були якісь союзники чи країни, які співчували Росії, то на сьогодні Росію або бояться, або ненавидять, і в Росії немає тепер союзників ні на таких майданчиках, як Рада безпеки ООН чи Рада Європи, ні в ширшому розумінні взагалі в світовому співтоваристві. Тому допомога буде, але нам передусім доведеться сподіватися на власні сили, тому що допомагають тим, хто може допомогти собі. І ось наскільки наша внутрішня ситуація дозволяє бути оптимістом в плані опору агресору, ну, в принципі, навіть в 2014 році, коли ми були набагато слабкішими, українське суспільство, передусім суспільство, підкреслює, не так держава, як суспільство, все-таки зуміли дати відсіч ворогу, і тоді це було величезною несподіванкою для росіян. Зараз ситуація якоюсь мірою вважається кращою, але я не можу себе вважати цілковитим оптимістом в цьому плані, і в плані західної допомоги, тому сподіватися передусім доведеться саме на самих себе. Дякую вам дуже, пане Константине. Константин Матвієнко був з нами на прямому зв'язку. Політичний оглядач, громадський діяч, письменник, публицист. Пане Александре, вот что хотела у вас спросить. Вы наверняка заметили трансформацию в риторике президента Украины Зеленского, который вот с человека-пацифиста, который пытался увидеть там мир в глазах Путина, превратился сейчас в президента, который говорит, что единственным путем завершения войны на Донбассе – это вступление Украины в НАТО. Что изменилось, по-вашему? Пошучу. Был президентом, почитал Конституцию, вошел в курс событий, дочитался, что в Конституции наш курс на НАТО, начал исполнять Конституцию. Вот. Как вам такой вариант? Шуточный, конечно, но в принципе, так же должно было бы быть, в принципе, правильно? Вот. А если теперь посмотреть с точки зрения его политических интересов, то мы видим, что он делает ставку в своей политической деятельности все-таки на избирателя прогосударственного. И это все в канву, собственно, ложится и война с Медведчуком, и, значит, его такое, как бы, политическое вот такое вот желание на второй срок президентом выдвинуть свою кандидатуру, о чем он тоже заявил. То есть очевидно, что для таких вещей надо быть прогосударственником. Это большинство избирателей в Украине, большинство людей занимают такую позицию. И невозможно быть национальным лидером, грубо говоря, противоречия такой позиции. Настроение в Украине на евроинтеграцию, на вступление в НАТО. Люди в Украине хотят быть такими же, как
как другие европейские цивилизованные страны, защищенными совместным блоком Альянса безопасности. Поэтому логично, что политики переориентируются туда, как мыслит большинство населения Украины. Стало известно, что 16 апреля, то есть в эту пятницу, президент Украины посетит с официальным рабочим визитом Францию и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Чего нам ожидать от этой встречи? Я думаю, обсуждение вариантов взаимодействия между нами и Евросоюзом в случае продолжения эскалации. То есть раньше стоял вопрос о том, чтобы снимать санкции с Кремля или не снимать. Я думаю, этот вопрос исчезнет с повестки дня, и возникнет вопрос, какие новые могут быть санкции или сдерживающие решения, принятые европейцами, чтобы поддержать Украину и уменьшить возможности агрессии Кремля. Я думаю, это повестка дня. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагл, у нас Олександр Солонтай був з нами на прямому зв'язку, експерт з політичних питань та місцевого розвитку. А до нашого ефіру зараз приєднується Василь Вовк, експерт з національної безпеки. Пане Василе, вітаю вас, селям алейкум. Добрий день. Пане Василий, мы в эфире обсуждаем сейчас возможность широкомасштабного вторжения России в Украину и причины ее стягивания своих войск к границам нашей страны. Вот как вы расцениваете, есть ли действительно такая вероятность и зачем сейчас Путин демонстративно стягивает свои железа к нашим границам? Люди, які системно оцінюють ситуацію, звертають увагу на ознаки реальні, а не гадають на папейні листі, можуть чітко визначити, для чого це робиться. Перше, не так просто йде стягування військ до наших кордонів. Це не якісь планові навчання, це не звичайне стягування, це не якісь заміни підрозділів. Це сплановані в сторону України, в сторону Заходу дія, яка може перетворитися в агресію проти України. Це очевидно і не потрібно тут гадати. Інша справа, коли ця агресія буде. Зрозуміло, що Росія і Володимир Путін, президент Російської Федерації, закрили тему України, я маю на увазі переговорів. Вони не виходять на зв'язок, вони вважають, що далі повлекти не потрібно, вони будуть демонструвати силу і своє бачення подальшої історії України Заходу. Тому чекаємо на відповідь Заходу. Але нам на це не потрібно звертати увагу, тому що Сполучені Штати, Європейський Союз чи НАТО можуть домовитися з Росією, де ми будемо в цих домовленостях. От тут питання. Ми можемо бути розмінною монетою, як кажуть. Ось цьому річ. Тому нам потрібно не шукати допомоги Франції, Туреччині, ще десь, а самим визначитися зі своєю тактикою, стратегією, а потім уже підключати західних партнерів. А так ми не знаємо, що робитимо, і бігаємо по іншим країнам, питаємо, а як нам бути? Ну, якщо ми самостійний суб'єкт міжнародного права, якщо ми країна, ми маємо їм надати свою стратегію, представити тактику, а потім долучити їх до подальших дій. А какая у нас сейчас тактика, какая у нас сейчас стратегия на вот эти агрессивные действия России у наших границ? Вы их видите? Вот какие наши сейчас позиции? Нам зрозуміло, що мінські домовленості стали поперед горла всім, ніхто їх не може виконати, і вони вже якби втратили свою функцію. Але вони є, вони єдине, що тримає мир на тому волосочку, на якому сьогодні він тримається на Сході. Тому давайте говорити про те, щоби переглянути, доповнити домовленість. Нам потрібно зафіксувати свої кордони хоча б в те, що ми сьогодні маємо. Невже ми не розуміємо, що росіяни не задоволені кусочком Луганської і кусочком Донецької області. Вони хочуть відтяпати як мінімум всю Донецьку, Луганську область. Давайте зафіксуємо хоча б цей кордон. Давайте впишемо в домовленості додатковий 14-й пункт. Ніхто не порушує лінію розмежування. І далі продовжуємо перемовини. Іншого виходу немає. Дякую вам дуже, пане Василю. Чохсагл, у нас Василь Вовк, експерт з національної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Тем временем президент США Байден поговорил по телефону с
своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил, в частности, концентрацию российских войск вблизи границ Украины. Він також підкреслив непохитну підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності. Президент висловив стурбованість з приводу раптового накопичення російських військ та посилення агресії на кордоні України. Росія має припинити підживлювати напруженість. Ми, безумовно, вважаємо, що ці стосунки залишаться проблемними і ми готові протидіяти. Але наша мета – мати передбачувані стосунки з Росією. В Кремле прокомментировали этот телефонный разговор, а вот что там сказали. С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне. С нами сейчас на прямой связи диссидент, журналист Александр Подробинник. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр, вот как вы расцениваете этот телефонный разговор? Вот мнения разделились, и ряд аналитиков говорят о том, что Байден совершил колоссальную ошибку, которая идеально вписывается в кремлевский нарратив и резко усиливает позиции Путина. Другие же говорят о том, что нет, это просто такой тактический ход от Байдена. Как вы думаете? Я думаю, что и другое. Это действительно попытка вписаться в кремлевский нарратив, принять ту игру, в которой заинтересован Кремль. Но в этом нет ничего нового, потому что господин Байден всю жизнь проводил именно такую политику и во времена детанта, и во времена перестройки. Он всегда был мастером переговоров, которые ни к чему никогда не приводили. Ну вот я это и хотела спросить. Мы же понимаем, что команда Путина, команда Шойгу – это такая гопническая, бандитская команда. И есть ли смысл с ними разговаривать языком доцента и пытаться каким-то образом привести к примирению и вот умиротворить каким-то образом агрессора? Есть ли смысл в этом? Ну вот, Гульсом, смотрите, это надо относительно того говорить, для кого есть этот смысл, да? Для господина Путина, Шойгу и всей их компании гопнической, конечно, смысл в этих переговорах есть, потому что это укрепляет их позиции и на международной арене, и внутри России они могут снова представить себя в качестве защитников Отечества, единственных, кто может спасти от проклятого американского империализма и много еще от чего другого. А насколько это полезно для Запада, мне представляется, что это никак западные позиции не усиливает, а лично для господина Байдена это привычная система взаимоотношений с тоталитарной властью, бывшей тоталитарной, нынешней авторитарной России, когда переговоры могут длиться бесконечно долго, ни к чему не будут приведены, но будут создавать иллюзию значительной политической деятельности, которая, кстати говоря, я думаю, востребована и внутри Соединенных Штатов. А какими вещами по Украине, вот что это означает для Украины, и какими вещами по Украине может уступить США, чтобы побудить Россию к более прогнозируемому поведению, что ли? Я думаю, что это невозможно. Обратите внимание, пресс-релиз Кремля, который только что был зачитан, ничего не упоминает о позиции американской стороны по поводу Украины и озабоченности, которую выразил президент Байден в связи с аннексией Крыма и усиленным военным присутствием России в Донбассе. Да? Об этом нету ни слова, в то время как в пресс-релизе Белого дома этому как раз уделено немало места. Это говорит о том, что для Кремля существенна именно эта часть переговоров. И она будет деталироваться в дальнейшем, и для внутреннего потребления, и для внешнего будет делаться акцент на возможности переговоров в тех областях, в которых можно чего-то достичь. А Украина — это та область, в которой ничего достичь невозможно, потому что нет никакого желания что-либо достигать. Поддержание военной напряженности — это нормальная и многолетняя практика нашей власти.
Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в какой-то третьей стране. Как вы думаете, какой это может быть встреча и кому она может быть выгодной? Она, безусловно, будет очень выгодна Путину, потому что она его опять усаживает за стол переговоров с ведущими лидерами Запада. Да? Она поднимает его акции. И где это может быть, это, я думаю, не имеет большого значения. Даже формат переговоров большого значения не имеет. Путин согласится на любую встречу, при любых условиях, если только будет за столом переговоров будут политики высшего уровня. Вот насколько вот этот телефонный разговор связан с стягиванием российских войск к границам Украины, к более активной милитаризации полуострова и оккупированной территории Донбасса? Я думаю, что одно просто вытекает из другого. И усиление военного присутствия на границе с Украиной, и переброска, ну, может быть, мифическая переброска 3 армий к границам Евросоюза, о котором говорил вчера Шойгу в Североморске, это способ заставить Запад быть более внимательным к тому, что делает Кремль. И это, конечно, попытка заставить их пойти на какие-то переговоры. Ну вот вы знаете, как вот вытащили мы дубину, да, замахиваемся, машем этой дубиной над головой у противника. Ну, противник, естественно, в первую очередь пытается все-таки о чем-то договориться, что-то сделать для того, чтобы это остановить. Я думаю, вот такая логика. А как вы думаете, вот каких все же политических преференций вот этой демонстрации силы, стягиванием железа к границам Украины пытается добиться Путин? Чего он хочет в конечном итоге? И есть ли действительно какая-то вероятность полномасштабного вторжения в Украину? Я думаю, что конечный итог ему самому достаточно хорошо неизвестен. У него, я полагаю, на первом плане стоит повышение своей собственной значимости. И это как раз здесь он добился успехов, потому что переговоры ему предложены, да. Это уже его маленькая победа. А в дальнейшем, я думаю, ситуация будет складываться в зависимости от обстоятельств. И у него всегда в рукаве есть этот козырь. Военные на границе, наши военные, российские армии на границе с Донбассом, боевики внутри Донбасса, да, в Донецкой и Луганской областях. И их всегда можно будет использовать или для поддержания нестабильности в войне с Украиной. Я думаю, что у них много разных планов на этот счет, и агрессия против Украины, полноценная агрессия, это один из вариантов возможных. Спасибо большое. Чохсагул нас, пана Александра. Александра Подробинок, диссидент, журналист, был с нами на прямой связи. Но я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок. Я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до свидания. До свидания. Увидимся через час. А сейчас эфир телеканала АТР продолжает программа «Рамазан Берекеты». Не пропустите. Коршкенч.